Верховная Рада призвала МИР не признавать выборы в Государственную Думу России в оккупированном Крыму. За проект постановления сегодня в Раде проголосовали 269 народных избранников. Голосовали все, кроме ОПО-блока и партии «Відродження». Подробности в сюжете. Аксенов, Наталья Поклонская, Руслан Бальбек, Михаил Шеремет – это те, кто способствовал аннексии Крыма. Сейчас они кандидаты в депутаты Государственной Думы России. Верховная Рада Украины не признает оккупационную власть на полуострове, призывает МИР не отправлять в Крым наблюдателей и не признавать результаты голосования. Наші міжнародні партнери мають проявити активність і не залишатися байдужими. Тому ми звертаємося до них з проханням оприлюднити офіційні заяви про нелегітимність визнання результатів виборів до Державної Думи Російської Федерації через їхнє проведення на території окупованої Автономної Республіки Крим, який належить Україні. Цель незаконных выборов в оккупированном Крыму – создать для Запада прецедент, якобы легитимизирующий Крым в составе России, заявил председатель Меджлиса, народный депутат Рифат Чубаров. Первая подобная попытка была в 2014-м при проведении незаконного референдума. Вони будуть намагатися показувати це, нібито показує істинну позицію мешканців Криму. Насправді мешканці Криму в значній своїй частині вони готуються до бойкоту цих виборів. Прийняття цієї постанови – це буде також моральна підтримка. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий выносит проект постановления на голосование. Большинство фракций поддержали, а ОПО-блок и партия «Відродження» не голосовали. ФСБ в Крыму обяжет бюджетников прийти на незаконные выборы и проголосовать за партию власти. В этом уверен лидер крымских татар, народный депутат Мустафа Джемилев. Я знаю, что они со многими ведут разговоры, угрожают, говорят, что особенно работников бюджетной сферы, что они должны зайти в выборчие кабины, сфотографировать, как они проголосовали, показать им, и тогда, дескать, они будут решать, останутся они на своей работе или нет. Поэтому таким образом, может быть, в том числе из числа крымских татар тоже, они смогут как-то вынудить какую-то часть принимать участие в голосовании. По нашим оценкам, максимум они могут, наверное, смогут заставить где-то около 10% крымских татар. Остальные будут бойкотировать. Но я надеюсь, что и 10% не будет. Народные избранники подчеркивают, иностранцам, которые поедут на полуостров для наблюдения за незаконными выборами, грозит возбуждение уголовных производств. Эльвина Седулаева, Эльдар Исматов, Заман, АТР.